Давайте рассмотрим теперь, как сделать картинку для рекламного поста. Итак, нам с вами необходимо зайти в сервис Canva. Давайте вот так это введу здесь. Canva. Пускай будет на русском языке, да. Вот вы входите в Canva. Вы находите, вот он, редактор. Так, где у нас Canva? Так, вот Canva, да, соответственно, canva.com. Вот вы заходите сюда. Вот, пожалуйста. И, собственно говоря, вы можете здесь создавать дизайны свои. Ну, вот у меня тут дизайны уже созданы, да. И обложки, и всевозможные варианты. Но прямо сейчас я при вас еще раз создам такую обложку, потому что создание не обложку, а рекламный пост, потому что вам нужно будет регулярно, ну, периодически, да, если вы будете тестировать, вы будете искать тот вариант, который будет у вас наилучшим образом срабатывать, потому что первоначальные созданные ваши картинки, они созданы, вот, может быть, так скажем, на скорую руку, но впоследствии вы будете делать уже более осознанно и продумывать, что будет на этой картинке написано, да и вообще какая картинка будет. Поэтому давайте мы сделаем таким образом. Мы возьмем, я сейчас при вас сделаю, создать дизайн. Нажимаем создать дизайн. Давайте выберем какую-то обложку, да, из которой, ну, шаблон, который мы возьмем с вами. Обычно я беру, ну, так, чтобы там вот сильно не заморачиваться, да, обычно я беру так вот, реклама для Facebook. Вот такое. Не квадратную, ничего, вот прямоугольную беру. Да. Вот я взял прямоугольную, вот она высветилась, да, прямоугольная. Теперь нам нужно сюда с вами поместить фотографию. Да? У меня уже фотография загружена, но я уже говорил, как ее сюда загружать. Вы берете, нажимаете «Загрузить изображение», выбираете на рабочем столе у себя фотографию, ну, на рабочем столе, не на рабочем столе. Вы берете, загружаете отсюда, ну, берете любую фотографию и нажимаете на нее, она начинает загружаться сюда. То есть она сразу загрузится. Ну, давайте возьмем с вами для примера, да, возьмем сюда, возьмем какую-нибудь фотографию, пускай будет какая-нибудь, не знаю, там, ну, давайте мы возьмем, ну, для примера, давайте вот возьму любую фотографию. Вот фотография сейчас будет загружаться. Видите, она идет, загружается. Вот, дальше. Дальше мы берем эту фотографию, перетаскиваем сюда. И вот в уголочек ее берете, сюда все, ну, чтобы не было никаких ни каемочек, ничего. Вот, вы ее берете, растягиваете. Вот так вот приблизительно, да. Даже если она будет вылазить за границы, ничего в этом страшного нет. Вы берете вот так, растянули, да. И теперь нам сюда нужно вот плашечку какую-то найти, да. То есть фон такой. Я обычно это беру, захожу в элементы, выбираю, где у нас есть. Так, давайте выберем вот эту. Так, где у нас изображение? Давайте фото. Это фотография, это у нас вся графика. Ну, давайте вот берем белую бесплатную. Вот эту вот, да? Нажимаете сюда. Вот, ну, белым закрываете фон. Вот так вот закрываете, и у нас получается вот такой фон. Да? Теперь вы его выделяете, просто нажимаете на него клавишей мышки и нажимаете сюда цвет. Ну, я беру обычно такой красный. Вот, он контрастирует нормально, ну и так далее. Дальше мы берем с вами, переходим в текст, нажимаем на текст и добавляем текстовое поле. Вот нажимаем все на кнопочку «Добавить текстовое поле». Один раз нажали, и теперь мы этот текст можем перетащить вот сюда. Вот. Перетаскиваете. Ну и давайте, соответственно, я здесь, наверное, нужно
Давайте сначала мы наберем текст. Ну, а текст я наберу вот так. Как пройти собеседование на высокооплачиваемую должность, да? Как пройти собеседование на вот я набрал текст, да, то есть текст я, ну, прорабатываете вы для себя заранее, что сюда писать, можете в процессе, но, как правило, мы с вами это прорабатываем ну, в процессе тренинга, да, и вы должны четко понимать, через какую проблему вы будете заходить к людям, то есть какую проблему люди испытывают. Люди испытывают проблему прохождения собеседования, да и вообще поиск работы, высокооплачиваемой работы, ну, еще, соответственно, высокооплачиваемую должность. Да. Вот я сделал, мы теперь вот можем картинку растянуть. Мы можем эту картиночку растянуть. Вот сюда, да. И, допустим, давайте так, подправим. И вот так это можно сделать, да. Ну, давайте. Можно это выровнять вот так вот сделать, чтобы это было, да. И сюда мы, соответственно, можем сюда еще добавить что-то, да. Давайте еще раз текстовое поле сюда, еще одно ставим. И здесь я, соответственно, тоже наберу текст следующий, то есть расшифровку, да. Вы можете на следующей неделе уже работать в престижной компании. Вы можете уже на вот я сделал себе именно вот таким образом, да. Так, нажимаем, перетаскиваем. Вот она центруется по центру, да. Так, и давайте растянем, чтобы это как-то смотрелось немножко, да. Вот можно это сделать таким образом. Дальше, вот это мы выделяем с вами. Мы выделяем с вами и, допустим, выбираем цвет белый, белым написано, да. Можно выбрать, собственно говоря, и сам шрифт другой, да. Шрифты здесь есть абсолютно разные. Ну, сейчас они подгрузятся. Знаете, вот они подгружаются, все зависит. Ну, программа такая достаточно тяжелая, поэтому, ну, это не программа, а сервис, да, поэтому он будет подгружаться так, не сразу. Можно выбрать, ну, допустим, Al Grey, да, или как он называется. Вот, пускай давайте выберем такой. Вот видите, как получается текст. Вот более-менее так красиво, да, тем более здесь можно сделать так, не белый прямо чистый цвет, да, а взять какой-нибудь кремовый, да. Давайте вот выберем другую палитру. Так, возможно, позже. Давайте сейчас выберу. Вот, добавить цвет, плюсик нажимаете. Нажимаете плюсик и выбираете себе палитру. Давайте вот так выберем какой-нибудь. Какой-нибудь цвет выберем с вами. Вот. Вот так. Он вроде как бы не чисто белый, но вроде приятненький, да, получается. Как пройти собеседование на высокооплачиваемую должность. Шрифт можно, опять же, поменять, но я оставлю его такой. Можно здесь чуть-чуть сделать, нам не 36, да, у нас там есть 42, да. Может быть, его вот так сделать. На всю растянуть. Хотя мне не очень это нравится, так скажем. Давайте мы оставим все-таки 36. Вот так, да. И, соответственно, нет, вот так вот. Выбираем и вот это двигаем. Ну и здесь тоже можно. Я обычно делаю Ctrl-A, выделить сразу все.
Выбираем там, условно говоря, 32. Ну, вот этот текст был лучше Арима, да, мне кажется. Давайте я его также выберу, Арима, да. Как он? Ну, вот Арим он был, да. Пускай он будет так и остается. Вот нормально, по-моему, да. И здесь чуть-чуть поменьше шрифтом, да, не 32, давайте, а 28. Расшифровка все-таки идет какая-то, да. Тоже сделаем таким же цветом, как мы сделали вот здесь, да. Давайте мы его выберем, вот он кремовый, он у нас сохранился. Вот, пожалуйста, можно сделать уже вот так. Вот, можно сделать, перенести и... Давайте так, вы можете на следующей неделе, да, ну, пропорционально как-то разделим, там, может, на следующей неделе работать в престижной компании. Неделе уже работать в престижной компании. Вот как-то мы сделали. Вот, пожалуйста, есть у нас картинка. Мы ее создали. В принципе, здесь можно будет менять и вот этот фон, вместо красного делать какой-нибудь фиолетовый, и картинку менять, потому что картинка может по-другому быть. И можно делать и срез вот так, по-разному можно делать. Теперь нам нужно скачать. Давайте мы нажимаем сюда «Скачивать», «Скачать», и тип файла у нас мы выбираем либо PNG, вот этот PNG, да, или как он правило, либо JPEG, вот этот, вот, ну, что он выдает, то я и делаю. То есть, в принципе, здесь важно либо этот файл. Не нужно PDF, и PDF-файл для печати тоже не нужен. Либо вот этот выбираем. Ну, выбираем, да, скачать. И у нас сейчас готовится и скачивается. Вот у нас скачался, пожалуйста. Дальше вы можете здесь, соответственно, что-то экспериментировать и делать еще что-то другое. Но здесь, когда вы будете делать картинки, здесь можете поиграться. Здесь можно делать все, что угодно. Да? Здесь даже можно выбирать вот такие вещи, да, вот делать. И кружочки, вот он для фотографий делается. И вот таким планом можно сделать. То есть, ну, условно говоря, давайте мы прямо сейчас при вас это сделаем. Можно это сделать и вот так. То есть я вот это удалю. Я просто покажу, чтобы вы понимали. Вот это удаляем и фотографию удаляем. Соответственно, да? Так, почему я фотографию не могу удалить? Все, фотографию удалил. Можно вставить вот так. Да? Вот, можно вставить вот таким образом, да? Сюда вы можете просто взять и перетянуть ту же фотографию. Пожалуйста. Но она должна быть... Видите, мы немножко не тот формат выбрали. Не тот. Давайте мы это вот удалим. Например, да, где у нас есть, допустим, вот этот кругляшок, да, вот так вот у нас. Вот сюда вы можете вставлять фотографию. Хотя и туда должна была вставиться фотография, но почему-то не знаю, почему не вставилась. Вот мы вставили фотографию, и вы можете ее здесь вот так вот перемещать. Давайте вот так перемещу. Вот, пожалуйста. Вы здесь можете вот это вот дело тоже уменьшать. И здесь какой-нибудь придумывать тоже какой-нибудь формат можно делать таким, допустим, фон. Выбирайте любой фон, допустим, пускай он будет вот такой. Вы выбрали вот фон. Ну, хотя я вам говорил, голубой не нужно, да? Голубой вам не нужен фон. Возьмите, условно говоря, вот так вот. Вот вы перетащили фон. И здесь, в принципе, можно настраивать тоже, в том числе фон. Я имею в виду вот делать вот таким образом. Видите, вот, допустим. Ну, это один из вариантов, да. Вот вы взяли вот так вот. Можете там и размытие там побольше делать. Какой-то. И оттенки можете разные там делать. Видите, у вас будет менять немножко оттенок.
Но если вы вот так сдвинете, у вас будет вот здесь меняться чуть-чуть, видите? И насыщенность, и контраст, и яркость, и так далее. То есть можешь делать так. Дальше. Фильтры тоже можете тут задавать определенные, там, обрезать. Я думаю, что здесь не тут, обрезать тут не нужно ничего. Вот. Ну и цвет, соответственно, вы тоже можете выбрать, и он будет вот так же здесь таким же способом делать. Ну, допустим, например, вот так вот, да, вы можете его сделать. Можете, например, сделать, там, настройку сделали, вот у вас вот так получится вообще. Вот. Но, как мы взяли изначально, допустим, да, вот этот цвет, да, был у нас, по-моему, так. Вот, вы его так можете и оставить. Такое. Вот. Ну и, соответственно, сюда добавляете текст. Добавить текстовое поле. Вот. А можете любой из этих вариантов тоже добавить, он будет то же самое делать. В общем, здесь есть простор для того, чтобы можно было поиграться. Вот. И здесь можете тоже такую же рекламку делать. Все скачивается, и тоже такой же получается текст. Вот. Надеюсь, что с этим все понятно. И в одном из следующих видео я покажу, как делать саму обложку для группы ВКонтакте.